Привет-привет всем жителям Литвы и те, кто борется, чтобы 10-го полигона не было. Хочу вам сказать, как у нас в Рудненкае, какое сейчас ощущение, какое было ощущение. Долго не буду говорить, но то, что как было. Короче, нам были запустившие беженцев в начале. Уже у них план был, чтобы построить полигон, запустили беженцев. Перекинули беженцев туда, делали вид, что позвали с Польши охранников. Тут они копали траншеи, чтобы убежать. Кто удрал, у кого машины ждали в лесу. Кого машины ждали в лесу с немецкими номерами туда в Германию тащили. Короче, это политика, это про беженцев, чтобы запустить, в Европу. Дальше. Вместо этого, как они запланировали построить полигон, в начале провокация, поштрафовали всех людей у нас. Полицейские некоторые сказали, что им там стукнули, поштрафовали, все, типа люди успокоились, можно дальше строить полигон. Все, по полигон повырезали все деревья, сколько там, очень много была Рудницкая пуща, сейчас и там и зверей не осталось, ничего, все повырезали. Короче, корни тащили тут, поблизости с деревьев, потом уже на дрова, там, на опилки, на что там это. Короче, дальше что? Дальше начали тренироваться, ездить почти каждый день солдаты, строить дороги нам. Ну, по мне, то лучше бы дорога старая бы была. Ну, конечно, трасса там ничего так, да, но вот тут, где ехать, тут все, где едут на полигон, там яма на яме, говорится, и не проехать. Так разбомбившие эти военные не проехать. Но, говорят, типа построят потом. Пока там строят полигон, тут построят дорогу потом. Короче, так, людей поштрафовали, обманули, что одному стукнули по шее, типа, там второму по ноге. И, короче, они ничего не доказали. Судья сказал, что это все придуманное этими военными. Тренировались эти арасы, тренировались в Болтоевоке, видели эти спреи, как они с газа брызгали 5 метров, тренировались. Сказали, не надо ехать, потому что там стоят мирные жители, беседуют между собой, какие-то обсуждают что-то, как вот и сейчас у вас там тоже обсуждали, беседуют, и как в девинишках тоже. Но там посерьезнее было, там люди более такие вот, что даже стол поставивши с едой и кушали там. Вот. Ну и получилось так, что сказали, не надо ехать арасам, потому что у них все мирно. Нет, потом уже приказ от араса сказал, все-таки едьте, потому что брызгайте на людей. Короче, нас всех побрызгали газом. Люди были злые, тут тоже такие, знаете, как газом побрызгаешь, что агрессия появляется. Ну, то вот, там кто кричал, что моей жене что-то будет, то вас посажу, там что-то. Короче, они даже за деревья, люди прятали, за деревьям брызгали. То, что там с Болтоевоке какая-то женщина говорила, вот видела видео, что вот у нас так хорошо, что это дороги. Единственное, что дороги. А дороги, они с лампами, с этими, которые действуют на людей, как и в России, та же самая, делать все под одну. Эти микроволновые волны, эти магнитные волны, все лампы, где люди проезжают, там эти магнитные волны будут, потому что на каждом столбе стоит вот это Wi-Fi, это и все такое. Вот. Без ламп, конечно, было бы лучше. Но то, что люди довольные, это неправда, потому что каждый день слышно эти стрельба, каждый почти божий день, каждый день.
стрельба. Аж за 20 километров слышно, как тут тренируются. И когда стрельба, то получается, люди как будто на войне, понимаете? Как будто эта война началась, и бомбят, и бум-бум-бум-бум, и стресс, уже идешь домой, закрываешь двери, чтобы ничего не слышно. Ну и какая тут может быть охрана Литвы? Какая может быть? Если они повырезают лес, это наоборот проход еще легче будет, понимаете? Лес-то хоть прикрывает что-то. Они повырезают леса, кислород. Это все идет как в Америке. В Америке. Не хочешь, чтобы был лес, чтобы мы дышали лесом. Мы Божьи дети. Мы запрещаем этим сатанистам все вырезать. Всю эту природу нашу. Зверей почти не стало. Уже эти козочки, говорил охотник, что козочки вообще потомства не видел. Травили с этими вертолетами, летали эту природу специально, чтобы звери не мешали этим полигону этому, чтобы не лазили. Понимаете, в чем дело? Всех травят, все им не нужны. Я не знаю, сами сядут на вертолет и улетят куда-то. Тут такие бабки крутятся, то ой-ой-ой. Понимаете, там миллиарды, наверное. Ну, тут тогда был полигон. Говорили, что они большие деньги взяли. Ну и сейчас то же самое. Схватили деньги, сейчас уговаривают вас, чтобы это... Такое, дорогие мои, не на провокации не идите. Берите своим горлом, как говорится. И есть такой закон... Всемирной организации, что за моральный ущерб они должны вам возвращать, если вы действительно какой-то моральный ущерб потерпите от них. То есть они не рассчитаются с вами по жизни, только, говорится, держитесь. А это все подстроенные тоже, что тут кричали, я из Болтои Воки, я знаю, что люди довольны. Нифига не довольны. Стреляет он у нас в Яшунах, и аж даже за Яшунами слышно. А тут тем более все слышно, как бомбят. Как будто война началась. Ну все, всем удачи, добра. Держитесь, не сдавайтесь.